Неразделенная любовь, конфликты со сверстниками или родителями, страх за будущее, одиночество. Эти для нас, казалось бы, незначительные переживания могут привести к трагическому исходу. Именно взрослые обязаны реагировать на эмоциональное состояние своих подопечных, будь то родитель, учитель или любой другой старший товарищ. Но самая большая ответственность возложена на психологов и школьных педагогов, которых сегодня, к сожалению, очень мало, и поэтому им приходится работать с удвоенной силой. Если для профилактики аутоагрессивного поведения задействованы все, то именно от психологов-специалистов зависит правильность совокупности всех действий. На совещании, касающемся этой темы, приняли участие психологи учебных заведений, представители комиссии по делам несовершеннолетних, преподаватели. Каждый в своем выступлении делился своим опытом по профилактике подобного поведения. Это в моей трудовой деятельности за 25 лет впервые, когда мы потеряли двоих молодых, интересных детей, можно так сказать, которым еще нужно было жить, творить чудеса. Но руки опускаются, действительно, но жизнь наша продолжается, и поэтому нам, всем здесь сидящим, нужно пересмотреть наши планы, взгляды, наверное, на сегодняшнюю молодежь и вместе с ними жить их миром. Ну, как правило, раз уж у нас комиссия по делам несовершеннолетних и наш контингент, мы в основном обращаем внимание на тех детей, у которых родители пьют, жестоко с ними обращаются. На встрече был поднят большой пласт проблем. Наверное, каждый участник понял, что сегодня просто необходимо расширять психотерапевтическую службу для оказания помощи людям с так называемыми кризисными состояниями. Елена Афанасьева, Глухомитова, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.